Если актер – это душа, то костюм – его тело. Перед нашими корреспондентами Русский драматический театр приоткрыл закулисье. Костюмерный цех посетила Юлия Великодная, и она готова поделиться подробностями. На 70 квадратных метрах хранится более 1000 образов. Это не только одежда и обувь, но и головные уборы. Этот корабль на самом деле головной убор. Кажется, что он выполнен из бумаги. На самом деле это мягкий и пластичный материал Эва. Его изготовили здесь в Русском драматическом театре и используют в постановке «Золушка». Носят его фрейлины на балу. Все костюмы находятся под наблюдением мастериц, которые за неделю до каждого спектакля приводят в порядок одежду, проверяют, чистят и гладят. Эти вот платья, они у нас, видимо, самые ценные считаются, так как здесь машинная вышивка, но ручная, получается, очень тут все так подобрано. Шились они не у нас, на спектакль Чехова «Чайка». Костюмеры не только следят за состоянием вещей, на них также лежит ответственность переодевания актеров во время спектакля. Переодевания у нас очень быстрые, есть практически во всех спектаклях. Но самое быстрое у нас переодевание – это спектакль «Деревья умирают стоя». Мы там переодеваем буквально где-то за 40 секунд. Костюмы у нас висят по названиям спектаклей. Здесь вот мужские костюмы висят, здесь вот висят голодранцы, аристократы спектакль. Здесь «Дни Турбиных», здесь «Деревья умирают стоя». Ну и дальше у нас там все женские отдельно, мужские отдельно, каждый по своему спектаклю. В коллекции есть уникальные вещи начала 20-х годов. Их по-прежнему используют в постановках. Списание костюмов в театре – большая редкость. Как говорила старейший работник нашего театра Алексеевна, она уже 40 лет тут работает, а он был еще до нее, этот костюм. Поэтому точно мы не можем сказать, как он у нас появился. Вот, так сказать, живых свидетелей пока нет. Это вышивка Ришелье на сукне. Видимо, уличная все-таки одежда. Надевали ее поверх платья. Часть из коллекции когда-нибудь станет экспонатами в музее. Пока там хранится только 4 костюма. Юлия Великодная, Георгий Григорьев, Якутск.